Добрый вечер, друзья! Программа «Просто вкусно» на канале Якутия-24, и традиционно с вами Петр Цепандин в ресторане «Мусхая» в уютной гастростудии. И у нас в гости сегодня пришел Альберт Тимофеев. Альберт, приветствую. Человек очень интересной занятости. Я думаю, что он сейчас об этом все расскажет. Он промышленный альпинист, преподаватель охраны труда при работах на высоте учебного центра энергетиков. Вообще, это, мне кажется, профессия такова и очень романтическая. Да, у меня практически вся моя жизнь связана с высотой. Ага. Работа связана с высотой, хобби связано с высотой, спорт связан с высотой. Поэтому практически у меня... И мой любимый фильм «Высота» с Высоцким, нет? Ну, да, хороший фильм. И Высоцкую классная песня. И классная песня, да, про город. На костре петь и так далее, вообще здорово. Вот. Так, у нас есть небольшая традиция, которую мы стараемся не нарушать. Мы всегда задаем гостям традиционный вопрос. У нас все-таки кулинарная передача с уклоном на кулинарность, кулинарное ток-шоу мы его называем, да? Альберт, чем ты к нам сегодня пришел, что мы будем готовить сегодня? Вот. Точнее, что ты будешь делать сегодня? То есть мы вместе будем готовить. Мы вместе будем сегодня готовить сердце жеребятины. Сердце. Жеребятина, да. Мне кажется, его практически все забывают про это блюдо, поэтому я взял. Она всегда остается последним ингредиентом. После того, как все жеребятины заканчиваются, многие забывают его или не знают. Поэтому, дорогие телезрители, мы вас научим его готовить. Так, мне кажется, структура сердца, мяса, она совсем другая, чем от бедра или от грудной клетки, собой, это вообще там скопление жиров. Совершенно другой орган. Да, совершенно другой орган. То есть, как человек много знает о сердце. Да. О сердце? Вот, она очень, как видите, хотя это молодой жеребец, но она такая мясистая. Что, да, есть что поесть. Хорошо. Как ты будешь его готовить? Точнее, мы будем его готовить. Мы его готовить будем обычно. Да, на кастрюле, гуляш. Сковородки? Да, сковородки, то есть в томатном соусе. Вот, как все делают. То есть ничего сложного, но и интересно будет. Интересно. Попробуем? Будет. Ну да, давай начинать. Время передачи не резиновое. И пока ты начинаешь, вот возьми, вооружись ножами, да. Второй традиционный вопрос, который я всегда задаю и не могу не задать. Расскажи, пожалуйста, немножко о себе. Небольшую визиточку, которую мы называем «Как я дошел до такой жизни». Почему именно высота и вообще где ты родился, что произошло? Да. Что же случилось? Вообще, на самом деле, в детстве я посмотрел рекламу Сникерса. Там был парень, который лазает на скалах, и почему-то эта реклама меня очень сильно зацепила. Первое, когда я познакомился, это скалолазание, это было в Питере. Я учился в Питере. И нашел секцию скалолазания, пошел и просто влюбился в это дело. Там, не забываем, все-таки это экстремальный вид спорта. Там есть адреналин. Мне кажется, очень, да. Да, адреналин есть. Степень ошибки равняется нулю практически. Да. Да, никак. Ты прав. Но. Поэтому здесь, в Якутске, тоже есть ребята очень хорошие, дружные. Мы открыли Федерацию альпинизма скалолазания. То есть мы пытаемся развить этот вид спорта. А ты знаешь, что, кстати, скалолазание, она стала олимпийским видом спорта? Да. И в Пекине, да, по-моему? В Пекине уже был первый пробный шаг. Пробный шаг. Да. И в отличие от других видов спорта, мне кажется, скалолазание, оно очень зрелищное. Это все-таки высота, падение, и там играют все мышцы тела. Там ребята такие. Физически подготовленные, там физически подготовленные, красивые очень. Поэтому здесь, в Якутске, я вижу тоже очень много талантов, и мне кажется, тоже надо развить и показать всем, да, то есть поделиться любовью этим видом спорта. Помимо скалолазания, она не только в помещении, она еще в природе. Да, у нас есть красивые ленские столбы, есть ланка рядышком, где можно ходить и лазать на реальных искусственных скалах. Да, натуральных. Натуральных скалах, да. Ты там получаешь вообще другие ощущения. Кроме как на подготовленном стенде, да? Да, кроме подготовленного стенде. Так что
Так вот. И он хорош тем, что он подходит одинаково для всех. И для женщин, и для мужчин, и для детей, и так далее, и так далее. То есть все могут Грубо говоря, заниматься- было бы желание. Да, все могут заниматься в разном возрасте. Ну, если здоровье позволяет, конечно. Ну. Вот, и... Вот. Так что ты бы сам хотел попробовать скалолазить? Ну, скалолазание я еще не знаю, да, но я с некоторых пор стал почему-то горным человеком. Я лазаю по горам. Да. Да, я стал горным. Сначала я пошел в горы, точнее, у меня брат альпинист, он мне всю дорогу звал. Петр Ну, Степанин? Нет, Георгий Ионович Степанин. Георгий Ионович, да. Георгий Ионович, да. Вот он меня звал, и я где-то лет 15 раз назад согласился и подумал, какого лешего я вообще туда пошел. Сказал, больше меня никогда не зови, никогда больше не пойду. Он сразу после спуска. Он говорит, не, говорит, ты говорит, громко не говори, говорит, посмотрим через полгода, год. Реально, как прошло полгода, меня потянуло снова в горы. И я начал везде, где я бываю, причем стараюсь в свои поездки выбирать места, где есть горы, и обязательно там Да. пытаться покорить. Мусхая, например, да, я вот специально классно, классно. пошел. Вообще смотреть горы красиво и снизу, и И сверху с ну, горы. сверху еще красивее, еще конечно, красивее, сверху еще красивее, да. Я Вот. много где уже бывал, ну, и с некоторых пор еще горной охотой увлекся я. Вот, да, и Ты я что? уже за баранами бегаю Класс. по горам, да. Классно. Ну, то есть пока ноги себе позволяют, то есть пока молодой и пока есть здоровье, как говорится. Это мое. Ну, сейчас передача, к сожалению, не обо мне, вот о тебе, да, хорошо. Где этому учатся? Ну, то есть, кроме того, что нужно быть в мощной физической форме. Ну, не прям мощно. Я сказал, что могут и начинающим. И для начинающих есть тоже свой подходящий уровень. Ага. Вот. Кстати, сердце оказывается такое мягкое. мясо. Вроде как бы Оно мерзлое легче было, ну, и режется. раз-раз, да? Да, Ага. легче Ну, режется, жирное, значит. наподобие с печенью. Жирное. Поэтому готовится Мы все будет приготовим, очень потому что ну, нас двое, да, но с другой стороны есть съемочная бригада, они тоже будут кушать потом. Хорошо, давайте поделим. Да. Не, все мы можем приготовить нормально. Либо пока оставим. Да, пока оставим, может, Да, пока держи. это Посмотрим, плавится. что там получится. Ага, потому что Вот. мы можем просто не успеть. Тем более еще картошка у нас, да, должна отвариться. Может, А мы, картошку кстати, уже картошку включить пора, да? Давай включить включу. пора, да, давай. Сенсорная. Вообще просто вещь. Ну, вот так. И надо вот Это это, сюда? так. А это сюда. А, нет. Не, вот это вот тек и вот тек. А это вот 0. Все? Мгм. Класс. Видишь, уже Так, красный нальем фон. масло Сюда. сюда. Мгм, пожалуйста. Ты какое-то специальное масло еще принес? Это посуда прикольная. Она льется лучше, чем обычная платина. Вот так, ну, Да. удобнее. Струйка, Да. струйка маленькая. Слушай, а по тому, как ты вообще вот так действуешь и как все делаешь, ты любишь готовить? И умеешь? Мне кажется, все мужчины должны красиво и вкусно готовить. Ну нет, Да. ну не должны, но как бы могут. Я бы Могут. скорее бы не соглашусь, потому что, ну как. Да. Ну, тебе нравится. Да, мне готовить нравится. очень. Ага. Если есть вдохновление, то что-нибудь оригинальное я готовлю. Покупаю ингредиенты, изучаю рецепты на сайтах и прихожу Да. домой и готовлю. Да. Для семьи. Для семьи, да. для Вот. Ну, друзей. конечно, чаще всего готовится простое блюдо в виде макароны с мясом, Быстро, даже, быстро, без, что ли? да, даже без морковки, без лука. Вот. А так, и выходные дни, почему бы нет? Ради бога. Вот. Поэтому спасибо большое маме, да, А. вот, Научила. научила И готовить. пристрастила, да, получается. Да, М. так вот. Вот, сейчас надо немножко соли добавить. Петя, Сюда. дай мне соль, пожалуйста. Соль, вот. И соль вот так можно делать. Так как ресторан тут все так хитро. Ты знаешь, насколько важна была соль в Древней Руси? Нет? Рассказать? Расскажи. Ну, хотя, расскажи. Вот. Сколько хранятся огурцы зимой? Огурцы? Да, не соленые. Просто на улице. 2-3 дня. Все. Ну, месяц, А да? потом они, Месяц. ну, может Да. быть, да, потом они мягкие. Вот. То есть без соли бы наши предки, наши ну, любимые предки бы не имели бы витаминов зимой, поэтому соль настолько была важна, что из-за ней воевали. Ездили. я знаю, да. солевая война Да. была. Поэтому это было жизненно необходимо просто. А иначе зимой ты просто голодаешь. Особенно в теплых климатах. Ладно, мы там на улицу бросили, ну и Да, как бы кстати, тушу в марте взяли, да? Да. А где тепло, ну что делать-то, кроме как солить? Поэтому, ой, сковородка-то кипит. Совсем забыли про сковородку. Да-да-да, ну это ничего. Так, лук. Давай порежем лук. Давай. Лук. Лук, Где у лук, нас лук.
Лук большой есть и маленький есть. Классно. Пойдет. Лук. Вообще, в любом блюде всегда добавляют лук. Ты заметил, да? Да, кстати, Всё, он добавлю. такой один из самых этих. Вот. Пока оставим, да? Да, пока оставим. Вот есть специальный тонкий Даже нож. французы посмеялись однажды над луком. Хочешь, А, скажи? Когда на них напали англичане и более года держали, Париж держали, ну, В осаде, захватывали, в да? осаде, но. Ну, в насаде. Бедные французы от голода все сели. Ага. И И поэтому у них есть голубей, луковый и суп. крыс, да. И когда их освободили, они пожаловались: ребята, с луком было бы голуби намного вкуснее были. Поэтому, да, поэтому лук сейчас принято добавлять практически во все мясные блюда за счет его сока, Ага. да, Аромата. аромата. Да. Да. Шашлык без лука — это вообще просто. Да, вообще непонятно что. Слава богу, лук не так дорого стоит. Ну да. Вот, давай порежем лук здесь. Да, и видишь. Можно порезать. И потом нужно будет поджарить, да? Да, поджарим А, чуть-чуть, чтобы хорошо. она выделила сок. Окей. Вот. Кстати, на кухне самое главное — это нож. Нож у вас очень хороший, острый. Ну, Да. какой есть. Я его так называю. Я из дома принес Да? свой. Мне кажется, к ножу надо обращать очень внимание. Ну, Пока. профессиональные повара, да, у них есть специальный поварской нож для разных видов, да. Мне кажется, ну, да, они ножом могут хорошо пользоваться. да, да, что-то делать. Ну, аккуратно. Это предыдущий человек чуть-чуть порезался. Может такое произойти. Баловаться не стоит. Так. Вот. Сейчас скалолазание во многих странах уже даже в школьные программы вводится. Представляешь? И, слава богу, в Якутске есть уже в 5 школах скалодромы детские. Вот. Ну, вот, которые тюк-тюк, Да, да. тюк-тюк, да. Вот. В Мархе, во второй школе, 26-й еще, и еще 2 забыл где. Интересно, почему это популярно сейчас, на твой взгляд? Потому что нервы щекочет. Немножко, да. Ну как Да. немножко? Множко. Немножко, Есть же да. вообще боязнь, причем научно доказанная, боязнь высоты. Есть, да. Правильно? Она у меня есть. Ты же занимаешься альпинизмом, дорогой. Я, Как так? я занимаюсь, да, но я перебарываю себя. Я, например, на самолетах летать боюсь, но я очень много где бывал. А что делать? Ну, вот как-то тут. Вот скалолазание, она еще хорошо тем, что развивает все тело. Ага. То есть моторика развивается, потому что ты двигаешь или руками, или ногами. То есть ты мысленно должен понимать, за что цепляешься. Но где твоя да. конечность находится? И- Очень требует, конечно, еще минус в том, что она еще требует, чтобы ты был худой. Потому что чем ты легче, ты... Да, Ну, не худой, а, скажем так, поджарый. поджатый, да. Да-да-да. Даже в свое время, когда начинались чемпионаты мира, ну, первые времена, да, это в 90-е годы, вот, многие спортсмены доводили себя до, там, знаешь, очень сильно худые. Поэтому сейчас Федерация скалолазания есть норма веса спортсменов. А, даже Да. так? А, Потому ну что то они есть по бывают всем слишком- категориям, да? Да, они бывают слишком худые. Ага. И это как-то, ну, Астения. Да? неправильно, да. Ага. Человек, который пытается сильно похудеть, он, наоборот, себе вредит же здоровью. Ну да, ничего хорошего. Да, поэтому я бы не сказал так. Так. Ну то есть ты должен быть выше некого минимума, Да, получается, выше какого-то минимум по А, весу своей ну, категории. например, в борьбе не больше чего-то, а тут Да, наоборот. весу категории. Здесь наоборот. Так, Я боюсь, я такие горячие. горячее? Ну ничего, надо бросить все равно же. Ага. Вот. В Якутии, да, Якутия практически покрыта хребтами, очень много гор, Много. Да. Больше половины в больше горах. половины Я в знаю. горах. Вот. Почему бы не развить его здесь, в Якутии, да? Ага. Вот так вот. Мы к этому идем. Вот так вот. В этом году будет фестиваль альпинизма, да. И что там будет? А, Ну, приглашаем спортсменов, желающих на горы. Вот так вот. То, И что- там будут какие-то соревнования или просто будете... Да, там будет типа мини-соревнования для разных категорий спортсменов. Ага. Вот так вот. Все, аккуратные кубики по 2-3-4 сантиметра. Они хорошо Ай. сварятся. Вот. Классно. Так, и картошка сама по себе варится или стоит? Да, мы будем чисто перемешивать. Да.
Так. Так. Вот. Ну, давай девятку, а потом сбавим. Побыстрее, Всё. чтобы. Мгм. Ага. Что еще? Помимо этого, так как у меня есть снаряжение, оно, кстати, дорого стоит. Ну, Вот, да. и Профессионально в всё свободное дорого время, в свободное время я еще подрабатываю промальпинизмом. Сейчас очень много в Якутске высотных домов стало, Ну. и востребованность она появилась, поэтому я иногда подрабатываю так. Да, ну это же дешевле, чем манипулятор заказывать, да? Нет, дороже. А, Человеческая жизнь дороже. Дороже стоит? Да, конечно. А, да? Да, А, я манипулятор думал. будет дешевле на самом деле. Да ты Вот. чё? Это наши конкуренты. Но Ага. некоторые манипуляторы все равно до 15 этажа не достанут. А, Да. А если большой объемная работа, то, конечно, человек будет еще дешевле. Вот так вот. сколько страховок используется? 2. Две, минимум. В работе 2 веревки используются, а в спорте, в принципе, одна Одна, веревка. да. Потому что в работе ты очень много времени проводишь, вися. То есть над тобой ничего нет, ты просто зависишь от одной веревки. Ну, то есть Вот. Это уже страшно, да. поэтому- Толщина веревки 10 миллиметров всего лишь. Ну да. То есть Не она дай очень бог передерется и Да, все. перетерется и все. А в альпинизме, так как в скалолазании, чаще берется одна веревка. Вот так. И там не надо бояться падать. Веревки настолько динамичные, что они тянутся, и ты при остановке не получаешь никакой нагрузки. Да, ну не бывает Вообще, такого. многим кажется, что скалолазание, она очень травмоопасна и опасна. На самом деле нет, если правильно идти к этому, то она даже намного безопаснее. Конечно, чем да, я понимаю, мотокросс да, я или- сегодня пойду и скажу, да, я завтра сегодня альпинист, пошел, где-то YouTube посмотрел один и пойду, скорее всего, будет очень Да, вот плачевный конец, да. А если ты нацеленно подходишь, вот поэтому я вопрос такой, а где ты учился? Ну, Самоучка сейчас. да, самоучка, давай мы с вами поменяемся. Мы вот. Я самоучка. Ага. Вот. Большинство наши самоучки, потому что здесь официального нет школы, официального нет тренера. У нас очень много самоучек, которые самостоятельно пытаются заниматься. Чеснок, понюхай. Да, это узбекский. Свежий вообще. Ну, практически свежий. Смотри, он какой мягкий. Классика. Чеснок тоже один из самых таких ингредиентов. Ну, не требуется какой-то специальный там профессиональный допуск, там, да, я не знаю. В работе, да. Ну. А кто это дает? А, кстати, Это если- в альпинизме тоже есть разряды. Ну, вообще, в альпинизме и скалолазании есть разряды. Вот. В альпинизме... кстати, я еще извиняюсь, в альпинизм делится еще на 2 вида. Коммерческий и спортивный. Спортивный, да. Допустим, какая самая популярная гора в России? Ну, это Эльбрус. Эльбрус, да. В Эльбрус он, в принципе, больше всего подходит как коммерческий. Почему? Потому что ты Разные нанимаешь виды, гида, разные виды склонов, да. нанимаешь гида, он тебя подготавливает, и ты поднимаешься наверх. То есть в любом случае ты поднимешься наверх. Ну, спортивный- вероятность 90 с чем-то процентов, Да. да, у них. Вот. Хотя там высота 5000, это Да. по идее тоже тяжело. С 2000 уже горная составляющая начинается, да. Да, я поэтому знаю. тяжело. Но все равно он является коммерческим. Есть спортивный альпинизм. Вот. Он уже намного сложнее. Почему? Потому что требует определенных навыков в работе со снаряжением. Веревки, карабины, средства Ну да, это эвакуации. уже какой-то может быть сложный маршрут, да, не Да, это может проложенный, сложный да. маршрут, это Да. не проложенный, да. Это Не технически очень крутой склон может Да. быть. Категорийные. Категорийный. А высота там может быть составлять всего лишь 3000 метров. Да. Но А может вы- и меньше, да. Да, может меньше. И там есть определенные категории. Однерки, двойки, тройки, пятерки и так далее. Вот. На которых, слава богу, сейчас многие горы имеют уже маршрут и категорию, которые присваивает предыдущий спортсмен, который прошел. И он на ощупь говорит, эта гора, наверное, тройка. Ага. Окей. Делает маршрут, вот, спускается вниз, показывает этот маршрут. Вот. И ты, допустим, Петя, если хочешь пойти на эту гору, ты уже знаешь, какая на категорию сложности. Да. То есть можешь ли ты, или тебе требуется дополнительно и так далее. На самых крутых горах, кстати, еще минус в разряде, спортивном разряде, допустим, в том, что она требует подтверждения постоянно. Представляешь? Все-таки, допустим, если ты кандидат в мастера спорта по альпинизму,
и ты в течение года не занимался, то на Аннулируется. следующий год ребята, которые пойдут в горы, кандидаты в мастера спорта по альпинизму, тебя не возьмут. Мгм. Да? Есть вероятность, что тебя не возьмут, потому что, извини, скажут, а ты потерял навыки, ты в течение года не занимался. Представляешь? Какое-то. Так, это нужно туда, да? Туда. Вот. Жарим лук. Давай я Чеснок вот так. добавили. Давай, и сердце добавим. Вот так. Раз. Сердце. То есть постоянное подтверждение Да. навыков. Чем выше твоя категория, тем нужно постоянно ходить. Чаще это подтверждать. Да, подтверждать. А иначе, ну, допустим, ты кандидат в мастер спорта. 3 года не ходил в горы. Все. И такой, опять пошел на семитысячник, категорию сложности, там, 5. И такой, ой, извини, Петя, ну, а когда ты последний раз был? 3 года назад. Ой, мы тебя не возьмем, это опасно. Все-таки там, в горах, любая травма может привести к либо отмене экспедиции, либо Потому что провалу. я считаю, что да, ну, считается, что ты подводишь других, команду подводишь. Конечно. Из-за тебя А это придется большие вернуться. деньги. Да. Во-первых, это транспортные расходы, логистические Да. расходы, само снаряжение, подготовка, отпуск не всем еще выдают, как бы. Поэтому То есть, да, много течения обстоятельств, Течение которые факторы, да, обстоятельств, которые да. накладываются друг на друга. И это знаю Накладываются. прекрасно. Поэтому Поэтому она требует постоянной быть в хорошей форме. Ну, это если, конечно, высокая категория спортсменов. Я встречался один раз с человеком, к нам на охоту приезжал, да, мы еще, кстати, охоту организовываем здесь, в Аймикове. Вот. Он собирался на Эверест. На Да. Эверест? На Вау. Эверест, да. Это было 3 Да, года очень назад, круто. и он говорил, что для того, чтобы пойти в Эверест, в течение 2 лет у тебя должно быть минимум 3 семитысячника. Чтобы подтверждение. Мало что денег заплатишь, там 50 косарей грина. Вот. Не, больше. Уже больше, да? Сейчас Ну, она... базовый лагерь, по-моему, так стоит. 50. Да, 50, да. Базовый- А так базовый на лагерь Эверест так там стоит, да. она... Подъем на Эверест может стоить тебе чисто на растрат это до 1,5 миллиона рублей. Мгм. Это просто большие деньги, там не все могут, конечно. Но в последнее время там... Нет, я имею в виду 50 тысяч грина зеленых. Зеленых, да? Зеленых, да. Он говорит, примерно вот такие деньги, говорит, с подготовкой, с акклиматизацией. Да, да. Потому что же в мае обычно же поднимаются. Да, 2-3 дня там им выдается. И вот он говорит, мне должно быть в течение 2 лет 3 семитысячника уже покоренных в течение 2 лет, а потом уже только меня Да, это берут. вот, правильно говоришь. Так и есть. да. Так и есть. Ага. Так, мы сейчас добавим паприку. Так. Паприка, мне кажется, она вкус говядины больше насыщает. Ты не замечал? Если добавлять как бы часто паприку, то вкус говядины, она немножко другая становится. Это же, по идее, это измельченный перец. Вот. Вот, здорово. Добавляем по вкусу. Немного. Да, немного. Ну, вообще, конечно, готовка приходит по опыту. Уже знаешь, Наедим. наедим, да. да. Иногда бывает так. Язычком потрогаешь, покусаешь. Если тебе не нравится, то, конечно, не добавляешь. Не нужно. Да. Особенно Так, лук. 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 Достаточно лука. Достаточно, хорошо. Вот. Что дальше? Мы еще организуем фестиваль экстремального туризма Ну вот на Иланке. на Иланке. ты Да. один из Она у нас, организаторов. получается, мы его проводили 4 года. Последний в связи с пандемией мы 2 года не проводили. И вот сейчас думаем, в этом году провести, не провести. Для чего мы вообще изначально решили провести? То есть была категория любителей скалолазания, которой очень нравилось и хотела поделиться этим видом спорта для других, ну, показать это. Показать, Потому да? что многие люди, допустим, которые ходят на улице, они просто не знают, что есть скалолазание, и что есть ребята, которые, вот, допустим, Оказывается, да, занимается. занимаются и могут, допустим. И в этот день мы, получается, приглашаем людей, как день открытых дверей, и они их занимают на скалах уже непосредственно под нашим наблюдением, да, что это очень безопасно. Мы одалживаем снаряжение наше, то есть им не надо покупать, там, готовиться и далее. И они пробуют. Попробовать. Да, там у нас благодаря фестивалю, конечно, развитие альпинизма и скалолазания в Якутске стало чуточку лучше. Вот, появились новые лица, новые ребята. Многим ребятам мы показали, что это вообще просто активный образ жизни, это туризм просто даже. Просто палатка, переночевка на берегу, это классно. Это же романтика. Вот.
Конечно, кровать и диван намного мягче, но Но спать иногда- в палатке с иногда открытой я- поверхностью, это тоже классно. Да, Да? Ты же ночуешь? да, еще утром открываешь, и тут под тобой горы, Да. перед тобой горы, да, это класс. Одеваешь холодные ботинки, тоже не всегда. Вот. Так что, ребята, да, приходите к нам на скалолазание, альпинизм. Мы находимся во второй школе. Так, Сейчас немножко рекламы, да. Вторая школа. вторая школа, да. Ага, там базируетесь. Там базируемся мы, совершенно верно. Вот. И учите еще. Еще сейчас идут курсы по альпинизму, кстати. Сейчас идут курсы. Так. Вот. Их преподают Александр Ильич и Олег Сайфуллин. Ребята вообще классные спортсмены и про альпинизм они очень хорошо знают. Вот так. Олег Сайфуллин, ну это другой Олег Сайфуллин, видимо. Потому что тот Олег Сайфуллин, которого я знал, это совсем другой Олег Сайфуллин. Ну ладно, он радио-диджей. А. Это другой, да? Да, другой. Хорошо. Вот. Кстати, Сайфуллин редкое имя. Ну да, я еще подумал, как так. Ну ладно. Еще Олег. Еще и Олег. Еще и Олег. Так, мясо тушится в медленном огне. Теперь можно добавлять либо соевый соус, либо томатную пасту. Да, вот томатная паста. Давай еще раз Что местами мы- поменяемся. что мы делаем? Так, томатная паста. Томатная паста. Паста, Она паста, делает блюдо более густым, насыщенным. Вот. Если обычно добавляем томатную пасту, ты сахар добавляешь? Да, могу. Я ем все. Кстати, я сладкоежка на самом деле. Да? Да, мое Ну, любимое блюдо говорят, это вредно, сладкое. но я ем. Вот, томатную пасту, если мы добавляем, то нужно будет добавить сахар. 2 ложки сахара. 2 ложки сахара. Да. Ну, сейчас поищем, и мне кажется, мы его найдем где-то. Здорово. Чуть-чуть для того, чтобы это карамелизировалось, да? Да. Ну, томатная паста, она сама по себе еще кислая немного. Ага. Вот, поэтому, Чтобы подсластить. да, посластить, чтобы она не особо сильно не испортила блюдо. Так, хорошо. Подожди-ка. Вот, картошка. Проверим картошку. Вот, я нашел сахар в закромах Здорово. у Так, Семена. картошка варится. Сахар сразу? Да, две Да, ложки. вот ложка. А, вот у тебя есть ложка. Давай. Сахар. Сахар. Я думаю, еще чуть-чуть добавим. Еще чуть-чуть. Всё, спасибо большое. Так, перемешаем. Вообще сердце, по-моему, нужно готовить быстренько. Или нет? Кого? Сердце. Сердце? Да. Крови нет, да и славно. Слушай, я еще думал, может приготовить сердце в глине. В глине, горшочкой? Нет, именно вот в глине. А, в глине? Да, Прям, на печи. обмазать глином Обмазать и в на печь печи. бросить. Да, есть такой метод. Как Есть блюдо. такой метод. ага. Вот, но я не нашел глину. Здорово. Пусть тушится. И остается добавить зелень. Или, Петрушка. Ну, это в самом конце, да? Да, Немножко. это самое такое. Так, мне кажется, надо картошку посолить, или мы ее солили? посолили, Мы солили. посолили, да? Солили. Да, и попробовать, насколько она Сейчас готова. Вот так. Слушай, в прошлом году, по-моему, да, если я не ошибаюсь, или даже раньше, ну, тут соцсети взорвало, там Человек-паук где-то Да, шарахался. да. Что ты знаешь об этом? Это не ты? Это не ты? Это мой напарник. А. Да, вот он решил в этот день одеть костюм Человека-паука и помыть. Ага. Когда мы висим на окнах, часто бывают дети. Ну, люди Мы же смотрят. балконы моем, как бы, Да, на остекление, балконы, и люди да, смотрят, и вот, и можно Ага. было так продать. Нам никто не платил, мы просто решили так одеть. Вот. И это Да, и это везде уже, где было. это Якутский Человек-паук. так, классно. А так есть реальные люди, да, с навыками скалолазания, которые без страховки, Да. как Человек-пауку, лезут по Да, есть же, посадке есть же самый известный, который реально по жизни Итальянец, называет да, итальянец, сейчас Человек-паук. итальянец, да, его Человек-пауком называют, а также сейчас есть его предшественники, тоже, и, в принципе, их очень много. По идее, есть еще вид спорта, скалолазания, называется соло-восхождение. Соло восхождение. Да, представляешь? Это ты, когда ты поднимаешь на высоту до 700 метров, 15-этажки, На бульдерап там да, кто-то поднялся, там, ну, вроде Да, бы без противозаконно страховки, один, да, представляешь? да. Ты без ничего. Без ничего. Без просто. ничего. У тебя, А там же ветра еще. да, чисто руками и ногами ты поднимаешься. Это просто надо иметь ментальное спокойствие, просто, не знаю, колоссальное такое спокойствие, чтобы ты во время и лазания
на тебя паника не пришла. Да, ну чтобы не было такого, чтобы... Да. А ты высоты с каких пор не боишься? Или На вообще самом не деле я высоты боюсь. Нет, когда я первый раз подхожу к краю, и когда сажусь там, сердечко бьется, все Ага, равно бьется. но все равно Да. есть какой-то... Это же инстинкт. Да, это инстинкт. Было бы глупо, если бы Да. вообще... Ну, Наоборот. Ну да, это не Мне должно быть кажется, люди, правильно. которые не боятся высоты или говорят, что я не боюсь высоты, ну, это неправильно. Ага, всё Инстинкт самоохранения, она позволяет тебе Оставаться в безопасности. оставаться в безопасности и иметь границу риска. Дозволено. Как где ты дозволено, можешь, да. да, Где можешь. ты можешь, допустим, как-то там рискнуть, а где ты можешь и лучше не рисковать. Вот. Этого должно быть. Вот так вот. Это... Поэтому, да, я боюсь высоты, честно. Да. А Ну, так я практически всегда, больше всех, наверное, жителей Якутии, нахожусь на подвешенном состоянии. Да, потому что я либо работаю преподавателем, да, я рассказываю про как безопасно электромонтеру подниматься на опору, работникам Ростелекома, там, водоканала и так далее. Да, который с Всем. вышками работает, да? Сотовые которые сети, скорее всего, да, сотовые твои сети, заказчики, МТСники, заказчики твои. мегафончики. Вот. Все И вы- мои, как преподаватель, им попался хороший преподаватель, А, который и в практическом плане, да, Ага. и в теоретическом плане, да. то Ну, есть я- как бы играющий тренер. Да, Услов- играющий ус- тренер. Условно тренер. так можно сказать. Можно так назвать. Ну даже. Вот, и еще это, им еще самое главное, мне это нравится. Ну вот да, это говорят приносит- же, преврати свое хобби в бизнес, и ты не будешь работать ни одного дня. Да. Так? Мгм. Вот. И сейчас я своих детей, Тоже скалолазами да, решил у меня сделать. жена, моя любимая, Ну, занимается. можешь передать привет, Привет, поле чудес. Сладкая. Поле чудес Вот. небольшое у нас. Так, Вот, ладно. занимается тоже скалолазанием. Да Я ладно, это да может- ладно. Да, она страхует меня, я поднимаюсь, либо она лезет, вот, все в плане вместе начинали там. А смотрел фильм «Скалолаз»? Да, какой? А? Какой? «Скалолаз», ну, по-моему, уже с Сильвестром Сталлоне? Сталлоне, да. Кстати, его хотят переснять, кстати. Так. Вот, что-то долго идет ремейк. А, Так, он «Скалолаз». сам будет? Не знаю, нет, вряд ли. А. Вот. Там, кстати, трагично. Ну, там начало трагичное, да, Да. довольно-таки трагичное. И Ну, а если как смотреть как специалист по высоте, там очень комическое, конечно. так не должно быть, да? Такие ситуации, что просто, ну, ребята, вы чё, ну, это же кино. Вот так. Ага. Вот. Халатность. Да, там в жизни такого не будет, на самом Да? деле. Да, таких моментов. Ага. То же самое, есть несколько фильмов про альпинизм. Ага. Какой Который- любимый тогда про Вот. горы? Ну, например, про горы, про альпинизм. «Касаясь пустоты» — очень реалистичный фильм. Ребята, посмотрите фильм «Касаясь пустоты», Так, но Ты потом мне скажешь, я в конце передачи Да. запишу это. Но он такой на нервах очень чуть. Ага. Вот, это раз. «Альпинист» есть фильм. Вот, новый вышел. Там про канадского спортсмена, соло-восхождение. Помимо, вот когда в скалолазании, допустим, ты хорош тем, что ты лазаешь по твердой поверхности. Гранитные скалы, мраморные скалы, которые, не отвалятся. Мгм. А в альпинизме очень много рисков. Ну да, ты идешь, не хуже Если скажешь, что безопаснее скалолазание или альпинизм, я скажу, что скалолазание безопаснее. Почему? Потому что в альпинизме очень много рисков. Это холод, снег, лед, Падающие камни. падающие камни, там, Да. падающий лед, это лавина и так далее. Это очень много факторов на самом деле. Ну да. То есть снаряжение может подвести еще, там, простуда может подвести просто. Обычно зубная боль может привести просто Да. фатальную ошибку. Поэтому вот. И этот парень ходит в горы, технически сложные горы, в одного. Представляете, это вот такая вот скала, вертикальная скала. Он идет. И он идет в кошках, упираясь только вот на такие полочки. Вот эти полочки. Не такие полочки, где можно там Да, я знаю, встать, что такое полочка. Ага. а вот на такие маленькие полочки, вот 5-миллиметровые, знаешь. Это просто человек, Он как чубуку. да. Это надо же обладать таким вот. Ему самое главное, ему это нравится. Фильм называется «Альпинист». Так. А я еще фильм, не помню, про чувака, который камнем задавило. Да, 127 часов. А, да? Да. Ага. Вот он вообще красавчик просто. Да, потом уже там уже... Просто. уже- Это же на уже- реальных уже- событиях же Это снято. на реальных событиях, да. Это просто. Он после этого, кстати, до сих пор занимается альпинизмом и скалолазанием. Ага. Вот так вот. Это, Чертовщина. да, там
Не знаю, кто может так это сделать. Это реально. Он еще спустился со скалы на веревке на одной руке. Обезвоженный, истощенный, да? То Да. есть это сколько у него сил осталось? Альберт, хочу спросить у тебя про мечты, про планы, про будущее, да? Раз уж ты как профессионально этим занимаешься, есть у тебя в планах Да. какие-нибудь горы, там, я не знаю, Вот. там? Я часто смотрю в Ютубе, на телевизорах про горы. Ага. И тоже хочу когда-нибудь подняться на реальные уже настоящие горы. Высокие. Но. Вот. Ну, так как и, по идее, конечно... Ну, элементарно на да, Эльбрус. на там, да? Эльбрус элементарно. Просто... Килиманджаро. Да. Сейчас я просто занимаюсь семьей, у меня 2 детей, жена, дом, поэтому времени на это нет. И было бы эгоистично пока заниматься своей мечтой. Да, поэтому я уделяю больше внимания семье все равно. Вот так. Уйдя в гору, если со мной что-то случится, то Все. да, поэтому я люблю... Я сначала сделаю так, что когда-нибудь я схожу в горы, короче. Вот так. Хорошо, а конкретная какая-то гора? Или в Якутии, там, я не знаю. Ну, в Казахстане очень много спортивных гор. В Казахстане очень много хороших спортсменов, да, то есть таких высотных гор. Вот. Многим сухий Эльбрус, но Эльбрус это Больше туризм, да? больше туризм. Там я их называю топотушками, потому что они ножками топают в Топ-топ, горы. да. Да. Ну, потому что там большинство трекинговых маршрутов. Да, большинство трекинговых маршрутов. А мне нравится, когда надо подтягивать себя, А. лезть там, потеть, там, знаешь, такое вот сложно. Ну вот Мусхая надо тебе. Потому что я без особой подготовки на Мусхая поднялся, и я страшно этим горжусь до сих пор. Молодец, Да, Петя, молодец. да, и сейчас Ты красавчик. Да, пик победы, например, я тоже думаю, если что-нибудь удастся, то я вот тоже По пойду. идее, если бы Мусхае был бы маршрутка квалифицированной категории, то у тебя за этот маршрут дали бы значок Чего-то. альпинизма. Да. А так как он не имеет никакой категории, А. тебе официально не Ну вот, представляешь. собственно, мне это и не надо было. Я же... Ну, прикинь, у тебя был бы значок альпиниста. Это же классно. Маленькая штучка. у но- меня в мозгу есть, что я был на Мусхая, и все Да. это знают. Вот. Так, мы добавили картошку, и осталось добавить зелень. Зелень, украсить Вообще зелень. картошка нужна для того, чтобы мы просто насытились. Она Да, ну особо да. вкусовой роли в блюде редко что Сердце играет. не- Да. да, объема. Да, Для объема добавляет. И зелень. Укроп это просто божественно. Да. Мне так нравится запах укропа. Ага. Я его люблю в блюдах во все добавлять. Слушай, а вот забыл спросить, или, по-моему, еще не спрашивал. Любимое твое блюдо какое вообще? Ты что любишь есть? Это бисквит жены. Бисквит? А, ты же говорил, что ты сладкоежка. Да, она готовит классные бисквиты. Ага. Просто яйца и яйца взбивают Ага. И в потом мультиварку, бисквит. И вот только а бук, потом да, бук, и поднимается. ешь его со сгущенкой или... Ну хорошо, тогда спрошу иначе. А есть такое блюдо, которое ты готов есть каждый день? Ну не бисквит же. жаркое. Жаркое жеребятина. И сердце? А, и жеребятина? Ну, сердце, да. Сердце тоже, да. Жаркое жеребятина с перцем, Ага. с морковки, тушеное, в чугунной сковородке. М. Вот. Очень классно. А мясо или рыба? Ты такой уже блиц пошел. Ну да, мясо, скорее всего. Мясо, скорее всего, да? Слушай, охота, рыбалка, Альпинизм. альпинизм, да? естественно. Ну, каждому, как говорится, свое, да? Ну что, Альберт, давай сервировать, давай пробовать. Чуть было не сказал твое сердце. Так, сердце, которое мы вместе подготовили, приготовили. Вот плошки. Есть у нас, ну, видимо, вот этим взять. Так, давай. Кстати, я левша, А, да? Да. Пожалуйста. поэтому давай так положу. Ага. Кадры видны, да? В кадре мы сейчас покажем крупно. Обязательно. Вот. Ну, хватит, спасибо большое. А я еще возьму вот так, Сердце. возьму наглость, вот так сделаю, хоп-хоп-хоп. Достаточно. Побольше зелени. И вот так поставлю. Это мы убираем. Все. Ну, что ж, вооружаемся вилками, ложками. Альберт, ну что, нам надо же узнать, что же получилось. Это обязательно тема. Да, надо сначала. Первый вкус, конечно, придет томатной пасты. Да? Мгм. Сначала он придет. А потом останется вкус мяса уже. Томатная паста пришла. Вот эти сердце напоминает печень, да, немного? Да, они схожи по структуре. Схожим по структуре. Мягкая.
Да, бывает, да, говядину кушаешь говядину, и раз хочется что-то другое животное. Вот. А ты знаешь, какие страны готовят лис? Рис? Нет, лис. Лису едят? А, лису, я не знаю, она же вредная, по-моему. нет? Лису не едят, но есть страны, которые готовят. Специально Это лис, Дания. да? В Дании есть блюдо, Мгм.